Мы спасатели, мы добровольцы. Так звучит девиз Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Это одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в нашей стране, куда входят и студенты пожарно-спасательного колледжа Ингушетии. Сегодня они отмечают очередную годовщину образования. 23 года исполнилось студенческому корпусу спасателей, из них 7 лет. В этом добровольческом движении состоят и будущие ингушские спасатели. С важным событием студентов поздравил директор пожарно-спасательного колледжа Муса Мархиев. Я поздравляю всех членов ВСКС, всех студентов нашего колледжа, которые все являются членами ВСКС. Также поздравляю гостей с этим знаменательным событием и днем рождения студенческого корпуса спасателей. В состав Всероссийского студенческого корпуса спасателей входит свыше 8 тысяч добровольцев из 86 субъектов страны. В Ингушском региональном отделении насчитывается более 90 человек. Поздравления по случаю годовщины звучат и от приглашенных гостей. Мы все видели, как когда сбор гуманитарной помощи проводил по Турции, по Сирии, какое участие вы, как студенты, приняли. За это особо еще большое спасибо. Что касается Всероссийского студенческого корпуса спасателей, хочу от себя лично, от правительства Республики Ингушетия поздравить вас с 23-летием, пожелать вам удачи, успехов. Уважаемые коллеги, друзья, поздравляю вас с 22-летием образования Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Хочу поблагодарить руководство колледжа за профессионализм ваших курсантов. Принимаемые на работу на службу главного управления курсанты показывают высокие результаты. Недавно проходила у нас аттестация по приему, то есть по итогам стажировки, по приему на работу. 4 человека мы приняли на работу, из них один был студент-выпускник колледжа. Отличившимся студентам корпуса спасателей вручают благодарственные письма за вклад в развитие добровольчества. Терешков Алим Харонович. В этом месяце студенты колледжа также были представлены к награде «Альпинист России» за совершение восхождения на гору Гиряк. Они приходят на помощь нуждающимся, становятся очевидцами ЧП и, не раздумывая, бросаются спасать жизни. Как это сделал студент второго курса пожарно-спасательного колледжа Амин Хамхоев, когда в Сунже произошел пожар. عيوايا سويت عيوايا أريح كشر أريحها ديشة ونقص لأدروح تسيق داخل عتسات واتخي أمدار تخي كل أمدار تبناخ دورتخن حندش أمدار ناقد. Здесь проходит и демонстрация общей группировки сил и средств Ингушского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. А это 2 единицы спецтехники и оборудование для оказания аварийно-спасательных работ. Все студенты-спасатели проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи специальным службам при возникновении ЧС и участвуют в важных добровольческих миссиях. Принимали участие в гуманитарных миссиях, которые, во-первых, были направлены на гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Сирии и Турции. Принимали участие в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках. Выезжали для того, чтобы распределять гуманитарный груз, для того, чтобы восстанавливать города Волноваха, такие как Волноваха, и помогать населению. В частности, студенты сами отличились. Допустим, наш студент Цуров Магомед Басир, как наш директор на смотре обозначил, помог бабушке, то есть во время пожара вывел ее оттуда. Раяна Халухаева в рядах студенческого корпуса спасателей уже 3-й год. Одним из ключевых направлений деятельности корпуса она считает работу с подрастающим поколением. Мы выезжаем в школы для подготовки населения к оказанию первой медицинской помощи. Также оказываем гуманитарную помощь, собирали помощь для жителей Сирии, беженцев и так далее. Помогать людям, работать на благо своей родины – главная задача Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Ингушские студенты доказывают это спасенными жизнями. Зелимхан Калоев, Мухаммад Дарсигов, Магаз, 24.